Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня 20 июня, понедельник, на часах в Якутске 19:08. Арена событий в прямом эфире, как всегда, по понедельникам. Как всегда, в прямом эфире мы рады принять ваши звонки по телефону 35 33 10. Мы, как всегда, рады интерактивному общению с вами, поскольку сегодня у нас в гостях уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Саха-Якутия Айталина Соколова. Айталина Валерьевна, добрый вечер. Очень рад вас видеть в нашей студии. Владимир, да, здравствуйте. Айталина Валерьевна, я всегда так как-то пытаюсь легко войти в тему обсуждения. Ну что может быть легче, чем футбола, который демонстрирует сегодня наша сборная на чемпионате Европы? Вот скажите, пожалуйста, создается такое ощущение, что мы играем не в футбол, а в какую-то такую национальную игру, когда любимую национальный вид спорта сам себе создал проблему, потом сам успешно или неуспешно, соответственно, эту проблему преодолеваешь. А вот в бизнесе нет ли аналогии здесь с бизнесом? Сами себе создали то, что создали сейчас, и выкарабкиваемся из того, что, значит, вот оттуда, откуда оказались. Ну, вообще, конечно, Владимир, интересную аналогию вы проводите, да, возможно, это какой-то, может быть, наша такая национальная российская особенность. Забава. Да, конечно, не хотелось бы верить, что мы занимаемся в такие игры, но просто вот исторически так уж сложилось, и процесс развития экономики всей Российской Федерации, он, конечно, очень такой интенсивными темпами, если вот взять в общей динамике, да, проходят разные преобразования, разные стадии, и поэтому хочешь не хочешь, здесь, конечно, без такой турбулентности, наверное, не обойтись в какой-то мере, да, хотя, конечно, я не хочу показаться там для радиослушателей, что... Телезрителей. Простите, для телезрителей, для тех, кто сейчас у экранов, что смотрю, так сказать, так несколько оптимистично, да, но тем не менее, конечно, для предпринимателя, для бизнеса на сегодняшний момент складывается такая картина, что действительно такой некий футбол, да, то есть вот из пустого в порожнее переливание, и взять, если хронологию последних вот 10, 15, 20 лет, то по сути-то есть такие показатели, которые свидетельствуют тому, что, к сожалению, правительство у нас вот тут, видите, двоякая ситуация. С одной стороны, так как малого бизнеса как такового в свое время Российской Федерации не было, и в 90-х годах с открытыми рыночными отношениями все активнее и активнее стал развиваться этот слой, и, естественно, никаких данных статистических, никаких показателей, там, понимания того, каким образом в этот рынок вступать и как с этим жить, что называется, с этим взаимодействовать. Плацдарма, такой платформы во взаимодействии между бизнесом и государством не было, совершенно верно. Те устаревшие нормативы, которые на сегодняшний момент до сих пор еще действуют по ряду отраслей, они, естественно, были заточены совсем на другую экономику, совсем на другие цели и задачи. И поэтому вот этот процесс преобразования, он для бизнеса очень болезненный, тем более в тот момент, когда, собственно, кризисные явления у нас, они с периодичностью возникают, а сейчас в период такого непростой экономической ситуации. Ну, в сложной ситуации оказался бизнес, чего греха таить. Айталина Валерьевна, полгода мы с вами не виделись, наша встреча была в конце декабря перед новогодними праздниками. Проблемы те же остались, на ваш взгляд? Снижение покупательского спроса, дорогие деньги, собственно говоря, кредитный портфель сокращается катастрофически на 6% по стране, насколько я знаю. Или что-то добавилось еще? Ну, мы так поконкретнее поговорим в течение программы, но, может быть, что-то навскидку добавите? Или... Ну, в течение половины года, полугодия, это, конечно, не тот период, когда мы можем ждать каких-то таких серьезных результатов, но те преобразования и то поступательное движение, которое сейчас наблюдается, во всяком случае, вот судите, если по налоговому законодательству, те возможности, которые сейчас даются регионам, а федерация сейчас все больше и больше поворачивается вот в эту сторону, в сторону поддержки регионального бизнеса, они должны, по идее, дать определенные плоды. Да? То есть, но здесь важно, чтобы регионы тоже в свое время подключились достаточно активно и начали активно эти процессы, эти новшества все внедрять. Вот, собственно, что у нас и сделано было в прошлом году, если вы помните, год предпринимательства. Да, конечно, был, конечно. Да. А вот конкретизирую, региональная составляющая, насколько была выражена на Петербургском экономическом форуме, ну, мы так к нему уже перейдем сейчас.
И как там, собственно говоря, вот цели и задачи малого и среднего бизнеса отразились? Да, вот вся страна наблюдала за тем ходом событий, которые происходили, те площадки, которые происходили на форуме, и там принципиальные вещи прозвучали, что это важность поддержки регионального бизнеса. Еще один серьезный момент – это гуманизация уголовного законодательства, потому что на сегодняшний момент это такой очень серьезный барьер, когда власть может использовать такие властные полномочия. Айталина Валерьевна, того, чтобы... вот мы продолжим уже поконкретнее о Петербургском экономическом форуме, а сейчас мы уйдем на небольшую двухминутную рекламу. Оставайтесь с нами. Вновь в эфире «Арена событий». Программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Я напоминаю, что в гостях у нас уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Саха-Якутия Айталина Соколова. Айталина Валерьевна, продолжим. Остановились на Петербургском экономическом форуме, и я слышал, что вот о чем говорили на форуме. Ну, в частности, о том, что не знаю, правда, за какой период, за год, может быть, за последний, малый бизнес начинает обеляться, выходить из тени. Вот это одно из завоеваний последних лет. Что еще? Какие кардинальные такие изменения, может быть? Ну, принципиально, конечно, вот то, что часть теневого бизнеса, задача такая стоит и ставится перед всеми нами, чтобы выходила из тени. Здесь важно соответственные проекты законов, которые сейчас уже в правительстве обсуждаются, о самозанятых, потому что все-таки рынок сжимается, спрос падает, спрос уходит на более низкие сегменты рынка. Соответственно, это вторая сторона медали, это как раз рост теневого бизнеса. И здесь очень важно поддержать тех небольшие микро-малые предприятия, которые могут составить, собственно, ту основную составляющую роста экономики, потому что те задачи, которые стоят, это рост занятых в экономике, в малом бизнесе, задача ставится увеличение на 4%, это как раз вот, собственно, тот резерв, который у нас находится в неформальном секторе, скажем так. А вот к этому мы сейчас подойдем, а пока о количественном таком срезе немножко в другом. Вот парадокс, но в среднем по стране число предпринимателей растет. Доля ИП за последний год по данным Росстата увеличилась на 2,5%, доля юрлиц на 4%. А в республике? В республике мы посмотрели статистику, ту, которую дают официальные налоговые службы. У нас наблюдается снижение вот уже с 2013 года, и вот в этом году мы потеряли, ну, то есть по итогам прошедшего года мы потеряли порядка больше 6,5 тысяч индивидуальных предпринимателей. Это, ну, мое объяснение такое. Во-первых, сама ситуация, конечно, не способствует тому, чтобы люди создавали собственный бизнес, да? Но и при этом, конечно, тот бизнес, который мы сейчас работает на Дальнем Востоке, он изначально был заведомо поставлен не совсем благоприятные условия, да? Тут и емкость рынка низкая, плотность населения вот не я такая хотел спросить, большая. В чем сложность работы на Дальнем Востоке? Ну, емкость рынка? Конечно, ну, плотность населения низкая, соответственно, и рынок уже плюс еще территориальные, климатические и прочие особенности. А в такие кризисные периоды страдает, конечно, самое слабое звено. И вот в данном случае, в связи с тем, что все-таки не удалось нам установить на Дальнем Востоке такие серьезные внешнеэкономические связи и где-то как-то построить плацдарм для роста производственного сектора, тут же и логистика очень серьезная нужна, тут столько инфраструктуры, инфраструктурных проектов необходимо было сделать. И малый бизнес здесь у нас, конечно, оказался в такой незащищенной ситуации, где страдают прежде всего вот мелкие. А на ваш взгляд, Айталина Валерьевна, в чем, какие первоочередные задачи нужны сейчас по поддержке малого бизнеса, производящего, создающего не природную ренту, а добавочную стоимость? Прежде всего, те меры поддержки, которые на сегодняшний момент имеют место,
Ну, во-первых, что это такое финансовая поддержка? Так как банковский сектор просел, получается, те возможности, которые государство предоставляет для бизнеса, они, ну, не такие значительные. А давайте скажем, есть возможность влиять на банковский сектор? Наверное, нет. Но в данной ситуации здесь же очень много составляющих, Конечно, разумеется. Если конечно. кредитная ставка высокая, она и не только для малого, и для крупного бизнеса, то предложений много. Хотя, с другой стороны, вот я общаюсь с банками, с различными кредитными организациями, и у нас вот по республике есть такое мнение, банкиры, во всяком случае, говорят, что денег достаточно, мы готовы кредитовать. Другой вопрос, что процентная ставка не очень благоприятная, во всяком случае, для производственного сектора. А деньги дорогие. Тем более, да. Плюс, в общем-то, и само по себе производство – это такое энергоемкое, где требует больших затрат, больших вложений, и отдача будет не так сразу. Ну, плюс стоимость теплоэнергоносителей достаточно высокая. Да? Это давняя беда, собственно говоря. Но вот сейчас кто-то будет выправляться в этой ситуации, я надеюсь. Мы серьезно вот этим вопросом вплотную занимаемся, и в 2016 году будем уже выносить какие-то свои предложения по этой части, потому что то тарифообразование, которое на сегодняшний момент существует, оно, конечно, не дает, ну, на самом деле регулирование есть, да, то есть есть достаточно нормативная база, но если сравнить даже по регионам, да, то есть тут как бы цифры достаточно разные и порой не поддаются никакой логике, да? Ну, я сейчас вот не устаю повторять, ну, когда это к месту приходится, что там, начиная с этого года уже ликвидация перекрестного субсидирования именно в той части, которая ложится на предприятие, да, она будет, перекрестное субсидирование будет ликвидировано в этом отношении. И все-таки полегче предприятиям станет. Ну, мы очень надеемся на эти процессы, но все-таки руку на пульсе держим, потому что тут, понятно, есть монополии субъектов естественных монополий, да, и каким образом здесь формируется, как закладывается стоимость. Ну, там же может быть, ну неважно, это мы посмотрим, как будут развиваться события. Вы упомянули о том, что необходимо увеличить число занятых в бизнесе. Ну, а как это сделать? Есть хорошие, по сути, наши вот исторические, на самом деле, уже изначально, еще в 90-х, в начало 2000-х годах уже такие же меры были введены с введением специальных налоговых режимов. Вот когда только-только они вводились, и те страховые взносы, которые предлагались для малого бизнеса, они позволили вот 2012-2011 год, начиная с 2010 года, очень активно был рост субъектов малого бизнеса. Вот после того, как они повысились с 2013 года, мы очень много потеряли. Мы 10 тысяч индивидуальных предпринимателей только потеряли. И до сих пор мы еще вот эту базу не наработали. Получается, что ничего нового-то не придумают. Тот проект закона, который сейчас рассматривается в правительстве Российской Федерации о самозанятых, он как раз, по сути, это тот же самый патент, где одной суммой можно оплатить и все свои, так сказать, взносы, и все свои налоги. То есть то, что было бы удобно для простого индивидуальщика. Отметили, патент. Да. Вот, поэтому это такая мера, которая позволит поддержать всех предпринимателей. Да? То есть здесь не нужно больших вливаний, здесь единственное нужен хороший расчет, хорошая экономика, но и части администрирования по возможности волевое решение. Синхронизация, конечно, всех вот этих процессов. Да. Это первое. Второе, на мой взгляд, здесь необходимо углубить свое влияние, государству необходимо углубить свое влияние в регулировании тех бизнес-процессов, которые есть по разным отраслям. То есть это о чем я говорю? Это приведение в порядок всех регламентов административных, в том, чтобы все услуги, которые оказываются предпринимателям, они были максимально безопасны с точки зрения предоставления услуг населению, с точки зрения удобства, чтобы это было небольшое количество документов нужно было для его оформления, вот эти услуги от одного окна, прозрачность, собственно, самая простая прозрачность предоставления каких-либо услуг, чтобы она была, вот уже такая, так сказать, явная. Хорошо, две позиции обозначили. Давайте перейдем к такому важному вопросу. Ежегодный доклад главе республики и правительству республики. Ваш доклад. Что в нем важного содержится? Кстати говоря, содержатся ли те пункты, о которых мы говорили вот только что? Да, и предложения? Конечно, да. Мы очень
серьезно проработали. Понятно, что это второй год работы Института уполномоченного. Здесь важно отметить, что количество обращений выросло на 50%. Вот хотел спросить, Да, выросло? да, во-первых, выросло, а потом... Это за аналогичный период прошлого года? Совершенно верно, по сравнению с 2014 годом. Мы теперь уже знаем, каким образом, во-первых, отпрактиковали участие в судебных процессах, да, участие уполномоченного в защиту интересов субъектов предпринимательской деятельности. Мы больше проработали за 2015 год с проектами нормативно-правовых актов муниципального уровня, что очень важно на самом деле. И провели очень серьезную работу и с бизнес-сообществом. Кстати говоря, очень серьезно активизировались бизнес-объединения отраслевого характера. То есть предприниматели понимают, что без их обратной связи, без их вмешательства в эти процессы они не смогут отрегулировать вот то поле, в котором они работают. И это вот основной, наверное, посыл в этом докладе, что все механизмы работают именно в защиту законных интересов субъектов предпринимательства. Конечно, мы затронули здесь и ряд системных проблем. Это нарушение при проведении контрольно-надзорных мероприятий, потому что основной фокус всех обращений, где нарушались права обращения, Ну да, увеличивается количество обращений, а с чем обращаются, собственно говоря? С проверками, да. Мы и выезжаем, и я сама, и общественные помощники очень активно участвуют в этом, да, выезжают на проверки, смотрим, понимаем, в каком месте, где и предприниматель бывает неправо, ну и самое главное... Ну позвольте, плановых проверок стало меньше гораздо. А вот интересный момент, да, вроде плановых проверок, получается, сокращается со всех сторон, зато растет рост внеплановых. И так и получается, то на то и выходит, да? То есть все равно количество внутренних ведомственных документов, приказов, распоряжений о проведении тех или иных проверок, они не уменьшаются, а наоборот растут. Вроде цель... Не понимаю, с чем связать и как, и кто виноват, собственно говоря, и кому указать на вот эту вот недопустимость. Ну, поэтому вот и нужен такой институт, как уполномоченный. Наверное, если бы не было, может быть, мы об этом в докладах, все уполномоченные в регионах об этом сигнализируют. Здесь важно, чтобы те нормы закона, которые существовали, они работали в полную силу, потому что проверки должны проходить обязательно с согласования с органами прокуратуры. Очень мало времени остается. Да, понимаю. Заканчиваем тогда, собственно говоря, про доклад. Что еще такого важного? Ну, в двух словах буквально. В двух словах. Мы сфокусировались на том, чтобы сделать задел на будущий 2016 год На этот 16-й? Да, на этот 2016 год по отслеживанию нормативно-правовых актов республиканского и муниципальных уровней. Вот это очень важный момент. Ну вот, собственно говоря, времени уже не осталось. Дорогие друзья, в гостях у нас был уполномоченный по защите прав предпринимателей Республики Саха-Якутия Айталина Соколова. Я просто хочу сказать, что нет ничего более деморализующего, чем маленький, но постоянный заработок. Занимайтесь бизнесом.